Место встречи изменить нельзя. Впрочем, никто из членов клуба коллекционеров этого делать и не станет. И в воскресный полдень увлеченные раритетами и понимающие в них толк алданцы вновь собираются в одном из залов городской детской библиотеки, чтобы обменяться новостями, показать последние приобретения и просто поговорить обо всем. Наверное, это как большая семья. Я с ними изначально, как вот они как они создали свой клуб, и вот все разные, профессии у всех разные, и все увлечены одним. Это так здорово. И вот приходишь, как вот на каких-то 2-3 часа к ребятам, к себе домой. Коллекционирование – это образ жизни, подразумевающий постоянное саморазвитие. Раскрывая ту или иную вещь, коллекционер невольно погружается в ее историю. Общение с единомышленниками под сенью клуба дает возможность каждому собирателю знакомиться с самыми разными направлениями. Все друг про друга много все знаем, кто что собирает, и поэтому в любом случае, то есть даже если, например, вот мне попался какая-то интересная вещь, я обычно набираю телефон или звоню, или пишу, что там нашел-то то-то, кого-то что интересует. Там, кого интересует, там я заберу. То есть в любом случае обменный фонд какой-то, который друг другу. Так получилось, что у нас в клубе все собирают разные вещи. Все собирают у всех разные темы, поэтому вроде как конкуренции сильно нет, но есть небольшой обмен, то есть между друг другом. Эдуард Шипачев негласно признан предводителем клуба. Единомышленники высоко ценят его знания, умение общаться и организовать коллектив, а также способность ставить цели и достигать их. На встречах коллекционеры организуют небольшие выставки, на которых представляют как самые любимые вещи, так и последние находки. Эдуард с гордостью показывает товарищам свой новый старый фотоаппарат. Основное, что я собираю, это фотоаппараты. Фотоаппараты СССР, остальное собираю, для души. Просто потому что любой коллекционер, когда к нему попадает какая-то интересная вещь, расставаться с ней очень тяжело, и поэтому они обычно у каждого коллекционера что-то копится, там какие-то марки, значки. То есть я немного собираю знаки про Алдан. Всего понемножку, но основная коллекция, конечно, это фотоаппараты. Интерес к фотоаппаратам возник не случайно. Эдуард – профессиональный фотограф. В его коллекции сотни экземпляров. И об истории создания каждого из них владелец может рассказывать часами, перечисляя его преимущества. Между тем, лидер клуба разбирается в огромном количестве направлений, и техника не единственная его страсть. У Эдуарда имеются самые разные наборы предметов. А некоторые вещи пока остаются для владельца настоящими загадками. В числе таких редкостей эти марки, выпущенные в республике, которой не было. Лазя по просторам интернета, по огромным этим просторам, я наткнулся совершенно случайно. Наткнулся на марку. 2 марки. И на них написано, они выпуска 90-х годов. То есть вот это время, когда там парад суверенитетов, там непонятно, что в стране творилось. То ли мы будем жить в большой России, то ли мы располземся по отдельным квартирам. Нашел 2 марки. На них написано «Алданская Нагорная Республика». И здесь тоже написано «Алданская Республика». Что это такое, пока мы еще не можем найти. Ищем какие-то следы, может быть, где-то у кого-то что-то всплывет, кто сделал эти марки. Это государственные марки, которые клеились на конверты, на переводы. То есть почта, то ли тогда уже захотели отсоединиться от России и захотели создать Алданскую Нагорную Республику. Непонятная ситуация, но надеюсь, что мы все-таки найдем. Интересная такая вещь. Способность увлекаться у Шипачевых семейная. Супруга Эдуарда Анна без ума от фарфоровых статуэток. На выставке Анна представила лишь небольшую часть своих сокровищ. Я представила фарфор народа Севера, будем говорить так. Но так как мы живем на Севере, это прям близкая тематика. Она, мне кажется, у каждого коллекционера фарфора должна быть. Поэтому я очень ей дорожу. Это не дешево. Будем говорить так, да? Спасибо мужу, Эдуарду Анатольевичу. Многогранное воплощение изысканного и утонченного вкуса в холодном материале Анна увидела у родственницы, обладательницы большой коллекции фарфора. Столь впечатляющее чувство прекрасного стало той искоркой, из которой воспылало пламя вдохновения. Вообще самые первые шаги – это, наверное,
Европа. Это барышни, это большие такие, прям красивые фарфоровые. Но потом как-то пошло, и вот все-таки... Объединение экземпляров в наборы и выстраивание их в систему, признается Анна, процесс ни с чем не сравнимый. Погружение в эту стихию дарует колоссальный заряд позитива и спокойствия. Все на полочках, стряхивается пыль, переставляется, меняются тематики. Это наверное, песня души, наверное, всего, скорее, так бы сказала. Коллекционированием увлеклась и внучка Анны Снежана. У нее уже 3 колокольчика, и очередной мелодичный инструмент станет для девочки лучшим подарком. Пока богатства Снежаны хранятся рядом с бабушкиными. Вообще мне его взяла бабушка. Мне очень понравился. И бабушка мне его взяла, и теперь я начала коллекционировать колокольчики. Алданский клуб образовался 4 года назад, однако частные коллекции были всегда. Прикасаясь к предметам, которые покупали еще мама и бабушка, Татьяна Ивановна Ефимова словно возвращается в детство и юность. Имевшиеся в семье вещи, посуду и мебель директор детской библиотеки бережно хранила как память, а в последние годы собирает наследие советского времени. Началось с того, что у нас на даче от родителей дом остался, и получается, у них там очень много старых вещей. Моя свекровь была учительницей, она около 40 лет отработала учителем начальных классов, и очень много вещей, конечно, я взяла там, в том доме, где жили свекровь и свекор. Страны Советов нет уже более 30 лет, а предметы старины по-прежнему хранят тепло безвозвратно ушедшей поры, воссоздавая колорит тех лет. Большинство вещей сохранились в семье Татьяны Ивановны. Часть сокровищ отдали друзья и знакомые. А некоторые предметы, уже являющиеся раритетами, были в прямом смысле погребены на чердаках, в разрушенных сараях и на полузаброшенных дачах. Ежегодно Татьяна Ивановна организует городские и районные выставки, посвященные минувшей эпохе. На такой выставке автор и познакомилась с коллекционерами Алдана. Я с ними познакомилась в ноябре 2020 года, когда у нас в библиотеке была открыта выставка «Путешествие в СССР». Именно эти ребята были первыми посетителями, очень активными этой выставки. С тех пор мы так очень активно, творчески дружим. Сегодня Татьяна Ивановна является активным членом клуба коллекционеров. Товарищи нередко называют ее хозяюшкой. Помещения у клуба нет, и встречи единомышленников проходят в стенах детской библиотеки. А сложившаяся дружба дает каждому из собирателей новые возможности пополнения своих богатств. У нас же каждое воскресенье у нас заседание. Они приходят, что-то приносят, каждый что-то приносит. Иногда я тоже приношу. Они между собой делятся, и иногда и я с ними тоже делюсь. Коллекционирование – это не просто увлечение, это духовная потребность. Каждая вещь для собирателя наполнена своей историей и глубинным смыслом. Ценителем же овладевает настоящий азарт, когда он видит уникальный, по его разумению, предмет. Эдуард Анатольевич в свое время сказал, что все коллекционеры – больные люди. Он прав. Мы все по-своему больны. А так мы все здоровые. А способ исцеления один – моральное удовлетворение. Его же, в свою очередь, может принести очередная вещь, коей пополнится коллекция. С тех пор, как всемирная паутина вошла в нашу жизнь, для собирателей возможности получения экспонатов и приобретения раритетов расширились. Впрочем, члены Алданского клуба убеждены – традиционные пути поиска при этом не стали менее эффективными. Пути пополнения всякие разные. Это интернет, как у всех. Гаражи, заброшки. Кому-то пришел в гости, увидел что-то старое, начинаешь клянчить. Есть люди, которых я знаю не очень хорошо, но к ним в гараж заходя, я дрожь испытываю. Там стоят такие вещи, там стоит Ява старая, 350-я, которая ездит, все, но человек ее не хочет продавать, как бы я ни крутил. Он сам на ней не ездит, он просто так ее выкатит, ее помоет и назад закатит. Сергей Феофилов не коллекционер, он называет себя собирателем. Сергей стремится получать и сохранять то, что ему нравится. Главной же вдохновляющей идеей является память о советской эпохе.
началось вообще до безумия просто. Началось с вымпела. Ну, вернее, все мы в детстве собирали, я про это промолчу, что с детства пошло. Потом это все замерзло, скажем так. А потом на очередной, скажем так, шабашке просто делал подключение в гараже и из-за души, надо было открыть душу, но ковыряю, мешки, вытаскиваю вымпел. Блин, старый, советский. Хозяин спрашивает, ты знал о нем? Говорит, нет. Я говорю, то есть? Ну, я, говорит, гараж откупил 20 лет назад, и, говорит, ни разу в эту вытяжку не лазил. Ну, достали в итоге. Такой вымпел был замечательный. Повесил его, потом увидел второй у человека в гараже, начал его клянчить. Ну, пускай 2 будет. Ну, и так потихо на нарастающие. Потом вспомнились значки, которые в детстве собирались. Потом пошли значки, потом... У меня умер дед, царство ему небесное. Убираясь в гараже, я нашел 2 старых фотоаппарата, поставил фотоаппараты. И потихо и так оно все, и годами, десятилетиями это все собиралось. Потом я не являюсь коллекционером, я собиратель, я собираю. Многие люди, отметившие 40-летие, испытают потрясающе сильное чувство безмятежности и грусти, перебирая коллекцию открыток Игоря Вичтомова. В советское время такие поздравительные карточки от друзей и близких почтальон доставлял, наверное, в каждый дом. В коллекции Игоря тысячи открыток. Я даже не могу сказать их сколько, потому что очень много. Плюс к этому еще и комплекты открыток есть разные. Про Алдан есть открытки, про Якутию открытки отдельно. Детские, так сказать, я их не очень собираю. Есть музеи, то есть Петергоф, там, Третьяковская галерея, шедевры. В альбомах, которые Игорь представил на выставке, имеются как чистые, так и подписанные открытки. Если первая группа среди коллекционеров считается более ценной, то значение подборки карточек с текстом от руки едва ли можно измерить. Это история. Да, там же пишется пожелания, отношения людей, можно понять. Где-то поздравительное, где-то как письмо может быть. Так же, как и из семейных архивов свои открытки включают туда, то есть память об написанном. Так же, как письма, получается. В связи с этим, как историю семьи, я подшивки газет, грамот, например, документов из школы, которые были, выпускные, четвертные там или это, есть такие моменты, что собираю, где указана именно наша семья, что-то с семьей связанное. Не именно лично с моей, а моих родственников. Коллекционированием мужчина занимается не 10 лет. Сегодня его богатство весьма разнообразное. Подборки воплощают реалии минувших лет, историю республики и Алданского района, а также становление и развитие отдельно взятых отраслей. А началось все с обыкновенной копилки, в которую Игорь еще мальчишкой бросал мелочь на кино и на мороженое. При деноминации 91 года, первая деноминация была, эта мелочь стала невостребованной. Также и хранилась дома. Из одной банки в другую банку перекладывалась только, но не выкидывалась. Но что-то уже мои дети потеряли, но все равно что-то еще осталось. И вот с этого потом, когда появился интернет, начал заниматься этим и искать, как это все можно облагородить, устроить. Ну и с этого и пошло. Сайты, знакомства, переписки, и все остальное. Это части кирпича, из которого сложена Брестская крепость. Именно она приняла на себя самый первый удар 22 июня 1941 года. В Алдане проживал Александр Митрофанович Филь, державший оборону крепости.
Сегодня его внуки интересуются всем, что так или иначе связано с этой темой. Это какие-то материалы и в виде значков, там, разных открыток и приглашений, и потом впоследствии книг. Помогали в создании сейчас, то есть издаются книги, и помогали в написании этих книг, поэтому продолжаем своеобразную традицию, собираем все, что связано с Брестской крепостью. При жизни Александр Митрофанович тесно взаимодействовал с писателями и историками. Многие его рассказы внесены в документальные источники и художественные книги, посвященные войне. Кроме того, в семье сохранился личный архив Александра Митрофановича. Близкие продолжают пополнять историю семьи, восстанавливая множество деталей и черт. Имеется еще рукопись, которая она не издана. В Алданском рабочем частично была публикация. Но мы тоже пытаемся сформировать этот материал для того, чтобы его преподать читателю. По словам близких, Александр Митрофанович был очень скромным человеком. Воспоминания о войне оставались для него тяжелыми. Освободившегося из плена и вернувшегося на родину солдата отправили в Якутию, на поселение в Нижнесталинск, ныне Ленинский. И лишь спустя много лет Александр Митрофанович Филь был реабилитирован. Спустя годы, благодаря писателю Сергею Смирнову, прошла реабилитация. Он никаким властцем не был на каменоломнях в Норвегии все эти годы. Но все равно приговор был здесь оглашен, и здесь, в Алдане, он появился как на спецпоселении. То есть он здесь отбывал наказание у нас в поселке Нижнесталинск. 6 лет он здесь. А впоследствии просто-напросто остался работать. Иногда коллекционирование называют отдельным видом искусства, которое уходит корнями в древнейшие времена. Каждый коллекционер – это хранитель истории, которой очарован. С другой стороны, собиратели являются активными членами современного социума. Издалека друг друга видят не только рыбаки, но и охотники за редкостями. Объединенные страстью и азартом алданцы находят единомышленников и друзей в разных уголках страны. Импульсом к новым знакомствам становится поиск интересных вещей. Зная очень многих людей, коллекционеров не только в Алдане, но и там в Иркутск, Хабаровск, Новосибирск, созваниваемся, переписываемся, если что-то интересное всплывает, они сообщают, и, в общем, меняемся, покупаем. Путей пополнения коллекции очень много. Сейчас, благодаря интернету, эти пути намного стало проще, намного интереснее, то есть можно все найти быстрее. Понимая нематериальную ценность той или иной вещи, коллекционеры невольно выполняют исторически значимую миссию. Благодаря их увлеченности и неравнодушию сегодня сохранено бесчисленное множество редкостей. То, что современники порой пренебрежительно называют старьем и рухлядью, на самом деле является бесценным. Люди выбрасывают, люди не следят, их это неинтересно, они даже не могут отдать их в музей там, или отдать кому-то коллекционерам. Поэтому очень многие вещи были просто спасены. Вы же видите, как сносят дома, да? Вот он стоял, на следующий день приезжаешь, его уже нет. Все, разобрали, раскатали, вывезли мусор, даже вместе с вещами, там бывает, с интересными какими-то, не успел туда зайти, все, уже вынесли, уже собирать нечего. Алданские коллекционеры нередко становятся дарителями. Они тесно сотрудничают с историко-краеведческим музеем. Вещи, имеющие историко-культурную значимость, безвозмездно передаются в фонды учреждения. Если что-то находим интересное, относящееся к Алдану, просто там какие-то фотографии, какие-то вещи, это все отдается в музей. Почему? Потому что, музей у нас очень неплохой, поэтому почему бы и не пополнить его еще какими-то экспонатами. Алданский клуб коллекционеров объединяет чуть более 20 человек. На самом деле, убеждены члены клуба, людей, увлекающихся и способных испытывать трепет от прикосновения к какой-либо вещи, намного больше. По статистике считается, что 10% населения любого количества, включая детей и взрослых, коллекционируют 10%. Поэтому сколько у нас в городе, примерно столько коллекционеров. Просто они не все, предположим, объединены в клуб. Кто-то дома или кто-то там, например, что-то собирает и не считает себя коллекционером, хотя он является им. Понимаете? Даже если кто-то дома, например, собирает фиалки,
Это тоже коллекционер. Почему? Потому что он ищет где-то какие-то особые сорта, все это ну, то есть ухаживает за ними. Есть люди, которых там, например, там 100 видов фиалок. Можете себе представить? Ну как же он не коллекционер? И точно так же, понимаете, можно любую тему взять. Если кто-то этим увлечен, значит он коллекционер. Безусловно, для каждого коллекционера его собрание представляет целый мир. При этом к мирам единомышленников увлекающийся ценитель относится с безграничным уважением и искренним участием. Алданский клуб коллекционеров открыт всем, для кого собирать и искать означает жить.